Кигинский район расположен на северо-востоке Башкортостана. Здесь протекают реки Ай с притоком Ала-Илга, Киги с притоками Илеузой и Кисе-Ик. Районный центр, село Верхние Киги, находится в 240 километрах от Уфы. В рамках национального проекта «Культура» в селе Нижние Киги в 2019 году построили сельский дом культуры. Здесь разместились детская школа искусств, библиотека, музей и современный зрительный зал. Глава Башкортостана Ради Хабиров едет туда. Итак, данный клуб у нас построен по вашему поручению, по национальному проекту «Культура» на 42 миллиона рублей и оснащена 14,5 миллиона рублей оснащена новыми технологиями, цифровые, звуковые и световые, полностью новые. Пойдемте. И в этом же здании у нас расположен музей, сельский музей, который Рита Рустамовна, она энтузиастка, который... Здравствуйте, Олег Фаритович. Я бывший учитель истории. Так как в 2009 году наша школа сгорела, и музей, значит, понес огромный ущерб. Мы экспонаты очень... Это та школа, наверное. Да, школа в 2009 году, и помещений не было. И вот 10 лет мы не могли возобновить работу музея. Вот сейчас мы рады, спасибо от всех имени односельчан. Будем работать. Обязательно. Будем люди работать. Приходят сюда? А? Люди приходят? Люди только начали, начинаем. оборудование Да. получили, только начали работать. Открылись. Да, у нас музей всегда открыт. Детей надо прям Да. по кругу, чтобы они... Да. Вот только обновляется начали. Музей был богатый, у нас мы на республиканском уровне всегда занимали призовые места на конкурсах. И все мероприятия проходили в музее. Так что от всей души спасибо. В дальнейшем интерактивный Приходите еще у нас раз. будет Да, музей еще. интерактивный музей будет. Да. По-новому начнем работать. Для села проект идеальный. Вот я как сама курировала, прям идеальный. Во-первых, тепло, во-вторых, вообще абсолютно все, что нужно. Люди приходят, детей же приводят, бабушки сидят. Пойдемте дальше, вот библиотеку. Музей, библиотека, здравствуйте. Библиотека, музыкальная школа и в концертный зал, все под одной крышей. Очень удобно, интересно. Долго не будем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Я Хабирова Светлана Викторовна, библиотекарь этой библиотеки. Рады снова вас видеть. Мы в прошлом году с вами встречались. Как видите, уже у нас обновленная библиотека, новое здание. Здорово же. Здорово. Мы очень рады этому. Фонд у нас в библиотеке 13,5 тысяч, поэтому помещение небольшое. Все здесь не поместилось, конечно. Поэтому вот соседние... У нас здесь вот комната есть, там книгохранилище, а здесь художественная литература, вот энциклопедии, детективы, все, что сейчас вот читается, детский фонд, девочки у нас, вот смотрите. А вот берут дети, даете на дом книги? Конечно. Да? Читают? Да, читают. Это вот я Смотрите, все переживаю. смотрите, вот у нас даже сколько энциклопедий есть Вот детских. они берут и читают? Конечно, любимая это у Ну них. да, покупать вот эта книга на 1000 рублей. Наверное, Вот стоит. именно. Да, 500 где-то. А тут смотрите, вот и астрономия, и географические открытия, и вот, пожалуйста, серия «История России». Берете там Вот читать? что. Да. Есть компьютер, как видите, для читателей. Вот именно. не надо компьютер, вот книжки. А вот мы для чего компьютер используем? Для своей работы. Смотрите-ка, вот сегодня, сейчас вот, например, мы викторину разгадываем про животных. Тепло, уютно, хорошо. Прекрасно. А пожилые ходят туда? Обязательно. У нас специальный же женский клуб есть еще. Женщины всех возрастов. Начиная, мне кажется, даже с 20 лет, по-моему. Мы и вяжем, и вышиваем, и читаем. Все проводим для них. Что будем дальше строить? Здесь, Нет, ну, в районе. в районе, ну, у нас детская музыкальная школа по очереди стоит, в общем-то, а в остальном район... Да, я же был там. Да, Верхний А там Кигах. в какой стадии? Что вы делаете? Проектируете или что? Проектирование на 2021 год планировали. То есть, Получается, будет плановый. Потому что мы тоже об этом договорились, обязательно ее надо сделать. Ну да, получается так. Оснащенность социальными учреждениями в районе полная, очень прекрасно. Потом есть и другие проблемы выходящие, но вот на сегодняшний день в Нижних Кигах есть все. Все для хорошей, комфортной, правильной жизни. Сколько здесь населения? 1300. Больше даже. На 5 деревень один клуб. Да, поселки же ведь у нас есть. Пойдем Дальше еще. у нас филиал музыкальной школы здесь. Раньше в Киги ездили, родители возили, а здесь сейчас занимаются
Здравствуйте. Здравствуйте. На баяне играют, на аккордеоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые учащиеся, поприветствуем наших гостей, можно? Раз, два. Привезли с Уфы. Хореографов не было. Я учительских соблазняла, но вот они говорят, нет. А вот с Уфы нашли. Нормально устроились сейчас работать, да? Да, контингент хочет, желающих очень много. Вот в нижних, это соседних деревней приезжают, дети с желанием ходят. Вам нравится В общем- вам, девочки? Да. Только мальчиков нету. Это... Мальчики, вот. Нет, два я вижу. Ну, вот так всегда. Илюза, вот то, что переехали в село, не жалеете? С Уфы. Все нравится. Я благодарна Мы администрации квартиру Тигинского дали. района. Спасибо. Мы с Аминой Евгеньевной как-то разговаривали. Мы для учителей программы придумали. Там небольшие, мы придумали поддержки. Для врачей есть программы. Для тренеров тоже небольшую Есть, программу. да, 600 Вот сейчас второй этап. Немножко сейчас вот силы накопим. И это для работников сельских клубных учреждений. Вот таких, Нам как вы. главное вот то, что знания. Да, это мы делаем, я имею в виду вот и вас лично поддержать. Мы какую-то грантовую политику тоже будем делать. Душевые есть, туалеты есть, все, как условия, все полностью развивал. Спасибо большое. До свидания. Продолжаем занятия, девочки. Дальше у нас зрительный зал. Там На 150 мест, полностью оснащенный новыми технологиями. особенность у других очень много вокально-инструментальных ансамблей. Послушаем концерты, может? Да. Репетируют? Очень много вокально-инструментальных ансамблей. Вот третий создает здесь. Ребята очень популярные такие здесь у нас. Молодцы, молодцы. Так, Спасибо. Петр Павлович, вот Здравствуйте. Глава сельского селищного совета Рудник Петр Павлович. Для нас честь вас видеть на нашей территории. Очень приятно. Большое спасибо за помощь, за сельский дом культуры. Если тоже слово властно выскажут. Мы с вами, мы вас любим и готовы идти до полного процветания нашего вашего слава. Спасибо, спасибо. Ну, поздравляю вас. Хорошее, мне кажется, получилось. Мы, конечно, на самом деле, я говорю, от правительства хотим гораздо больше вам помогать. Немножко вот следующий год чуть посложнее будет, но в 2022 году мы построим, ну, кажется, даст Бог, музыкальную школу, уже настоящую в Кигах, так? Значит, ну, для Северо-Востока, тут уж не обижайтесь на дуванцев, мы решили там Ледовый дворец построить. Но все равно ваши ребята будете ездить, и это как раз на Северо-Восток, там и бассейн будет. Ну, так, потихонечку мы будем стараться, чтобы жизнь была чуточку получше была. Раиль Фаритович, подождите. Я еще хочу тоже от нашего имени клуба. У нас клуб работает здесь, женский клуб Ахерет. И мы хотим передать наше тепло за то, что вы построили нам прекрасный клуб, где мы сейчас всегда находимся тепло. Чтобы это тепло не только наши сердца согревали, но еще вот мы хотим... Носите. И не забывайте нас еще. Спасибо большое, спасибо вам. Менің түплігін ақыралдарым бар. Әвеймен, ғасеймен, қымнат ветеранымын. Міне, біз міне шол түбән қиғының дауахана хақында мен бірнеше сөздерге айтып өтерінім. Элекке мақ бір 7-8 көйке оларса болғанына, мында 12 ауыл қарай. Ошы менің хырауымды hiç şeker үтәгедине. Менә шунда больниц дәвам итеніне, яшьтәресен эшләһендәр. Менә без килеп ят хагыйне, дәваланып кайт хагыйне. У вас дневной стационар здесь есть. Хотят ночной, чтобы, да? Или в чем? В этом проблема, да? Так, в этом правильно, да? Там у нас получается... Менә ятып дәваланды генә без денемнега килә алмайбыз без. Минем бит я атым да юк, я нехим да юк, машинам да юк минем. Изучим вопрос. Вам представим тогда, Раиль Фаритович. В целом отремонтировали на 900 тысяч? Бигрәк матур булган. Тут немножко они по лицензированию не проходят. Бывший детский садик же, врачебная амбулатория. Вот есть там у них небольшие проблемы. Ну, то есть но мы вообще, проблема в чем была, что мы все-таки
но шли по пути, что мы в врачебной амбулатории все практически переводили на дневной стационар, потому что, ну, это, во-первых, ну, дневной стационар одна история. Если ночной, то, соответственно, там врач, медсестра и там и другие расходы мы найти. Һеҙҙең алдығыҙҙа минең һорауымды шикһеҙ үтәрһегеҙ дип ышанам. Минем уйлайым, әле Зинһар әйтәм менә. Рәхмәт, килеүегеҙ өсөн. Здравствуйте, Ради Фаридович. Мы пришли из школьного телевидения. Разрешите у вас спросить интервью? Давайте, конечно, можно. Я Хамидуллина Карина, ученица 9 класса. В прошлом году мы с вами встречались в старом здании клуба. Так. Ради Фаридович, вы сейчас глава республики. А кем вы мечтали стать в детстве? Биологом. Биологом мечтал стать. Я мечтал стать ученым, который бы изучал животных в естественной природной среде. Мне очень нравилось. Я готовился поступать. Ну, как-то вот жизнь так пошла, что я стал юристом сперва, потом вот чиновником стал. Ну, вот так. А так мечта детская была всегда стать биологом. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, какие пожелания вы дадите нам, современным школьникам? Самое главное — учиться хорошо. Вот самое главное, потому что когда вы хорошо учитесь, вы формируете ваше будущее. Вы же должны о вашем будущем думать, чтобы оно было успешным, таким созидательным, счастливым. Вот вы сейчас делаете ваше будущее. Это прям серьезно. От того, как вы учитесь, во многом зависит то, какое у вас будущее будет. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Ну, через годик, через два возьмите у меня еще интервью здесь. Ради Фаридович, от имени школы, от учеников мы вручаем вам сувенир. У меня на работе будет стоять. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Так, идемте сфотографируемся быстренько. Идемте. Давай. Есть? Так, давайте на один фотоаппарат сфотографируемся, а потом все вам разошлем. Ладно, девочки? Ради Фаридович, вы мечтали быть биологом? Не говорил, да? Нет, ни разу, никогда. Видите, девчонка здесь вот. Мечтал стать биологом, поступить на биофак МГУ. Как-нибудь расскажу, это очень интересная история. Спасибо. В рамках рабочей поездки по Кигинскому району Ради Хабиров в райцентре в селе Верхние Киги. Здесь скоро откроется молочная кухня для малышей из Кигинского, Дуванского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского районов. Это уже 7-е производство детского питания в Башкортостане. 1269 детей у нас здесь, на северо-востоке. 1269, которые получают. Да. А пункты уже подготовили? Пункты уже работают. Они, получается, у тебя? Да. И во всех. Во всех по одному пункту, во всех районах. Но ничего, очень будут проезжать. Но мы планируем в следующем году, посмотрели, мы же сейчас частично с башформацией работаем. Не очень удобно. Есть, конечно, нарекания, потому что у них своя аптечная история, у нас своя. И запланировали, что Ильдар Амельевич еще проработал, еще 43 пункта будем открывать. Посмотрели. Ну, просто через их сетку, да, получается? Мы планируем уже перейти полностью на свою. То есть нам будет гораздо удобнее с получателем работать по своей сетке. Обратная связь будет колоссальная. Оборудование здесь поставщик тот же, что и в Октябрьском. Остановились на нем же. То есть у них очень качественное оборудование в Новосибирске. Это, по сути, такой мини-молочный, такой молокоперерабатывающий завод, да? Да. Ну, как мини. У нас, если объединить производство всех 7 пунктов, мы уже на 15 месте в республике по переработке молока. Серьезно? Да. Вот этот пункт, вот представьте, 3 месяца назад здесь была трава, здесь не было ничего. То есть мы вот это все сделали за 3 месяца с нуля. Вот, по сути, вот, а у нас это завершение, да? Вот мы по всей республике везде установили. Речь хотели как раз вас попросить, у нас в связи с тем, что мы же с 1 января постепенно нарабатывали мощности, у нас образовалась экономия. И мы эту экономию хотим пустить на еще один пункт. Почему? Потому что мы летом в Оглино, по-моему, да. Там же Уфа рядом или нет?
Вот как раз там очень логистически удобно. Мы как раз и север, и центр Башкирии, и немного юг охватим. Мы почему хотели именно еще один там, потому что то же самое летом столкнулись в связи с тем, что расстояния большие, логистика. Мы вот, если те машины рефы, которые купили, они в жару просто не выдерживали. И плюс время выдачи. То есть вы там причесок вообще. Да. А вот эти машины у вас все там, вот молочная кухня, вот с этой эмблемой. Сколько машин купили? У нас сейчас 22 машины. Ну, наверное, мало, да? Или... Да, мы как раз вот, если у нас Сеглино все зайдет нормально, то мы там еще 5 машин дополнительно возьмем. Мы сейчас активно развиваемся. Если у нас в том году внебюджетная деятельность, когда мы только начинали, была в районе 4,5 миллионов, мы сейчас даже уже в условиях пандемии их заработали 25. С сентября мы уже 107 школ обслуживаем. Мы на той неделе отгрузили 97 тысяч, по-моему, порций именно по школьным операторам. Это только 107 школ. Да? Берут, но, во-первых, цена, во-вторых, качество. Мы сегодня сделали что? У нас в России есть программа йод-дефицита, потому что фактически во всех. И мы как раз на этой неделе к нам приезжали одни ребята, они делали, то есть сейчас у нас это йод, как он, Ильдар, поясни, ты у нас профессионал. У нас сейчас получается продукт, обогащенный витаминами, то есть есть запрос именно на йод, соответственно, мы планируем, сейчас начинаем получать разрешительную документацию, тоже по этому пути двигаемся, где-то в январе мы запустим с йод-казеином. Собственно, продолжим, да. То есть у нас здесь сипмойка, то есть мойка происходит. Здравствуйте. Вы будущие или уже работники? Это Гульнар Муратовна, замдиректор по производству, и будущий технолог здесь как раз житель Верхних Песков, как раз Илюша. Ну нормально же. Будете работать здесь. Что вы там стоите? Здесь всего планируется 38 онколог рабочих мест. приехал к нам, и вот жену мы нашли, я говорю, вот. А сколько здесь рабочих мест будет? 38. 38 даже. У нас на сегодня 290 человек уже работают, причем это именно высокоэффективные рабочие места. Мне вот здесь интересует. 38. А вот это вот сделали, это кто? Это эти как раз нефтекамские? Нет, Откуда? Уфа. То есть система тоже, то есть ЛСТК конструкция. А внутри что? Базальтовая? Нет, да, базальтутеплитель и оцинкованный профиль, аналог, который на инфекционной больнице отработали. Молодцы. А базальтовый утеплитель где берете? В Благовещенске? Да. Вот стараемся все с Башкирии. Ну, понятно. Мамочки, наверное, еще не понимают этого. Нет, но потом, по-моему, будут приходить пакетами и все забирать. Так? Это очень большой запрос. Многие очень пишут, почему только до 3 хотим, там, до 7, почему только им, а не нам. Многие пишут, дайте возможность купить. То есть как бы, запрос действительно очень большой. Так, давайте, что здесь? Так, здесь мы собрали как раз с нескольких кухонь продукцию привезли. То есть у нас здесь и Уфа, и Белорецк, и Октябрьский. То есть пробуйте, угощайтесь. Вот дойпаки. Ну, то есть, здесь мы будем делать... Я вот советую, попробуйте. Радик Фридович, вкусно? Да, вкусно. Я просто знаю, человек же так устроен, он еще внутренне, когда он знает, что это настоящее, это дает еще более ощущение большего вкуса, что ли, и так далее. Я точно знаю, что здесь хорошее молоко, я точно знаю, что здесь правильная технология, я точно знаю, что это не вредно, как минимум, но это полезно для здоровья, конечно. И вот я с гордостью могу сказать, мы в республике возродили молочную кухню. Но только мы ее возродили и сделали лучше, чем это было даже в советские годы. Да. Вот, она более качественная и так далее. А есть аналоги в Российской Федерации такому вот процессу, как у нас? Есть отдельные города, где что-то подобное существует. Ну, собственно, то, что пока Радик Фаридович не заметил, эта процедура была у нас в Уфе. Но такого, чтобы целый субъект Российской Федерации имел у себя программу и именно производство, обеспечив полностью весь именно субъект, такого нет нигде. Они скоро будут, у них же сетка еще, понимаете? Сколько у вас уже пунктов? 160 магазинов, а наших 160, да, магазинов? Это да? Магазинов, и плюс еще 98 пунктов. У нас 97 раздачных пунктов по Башкирии, и 39 из них наши уже. Я вам каждый раз говорю, вот чего-то планку достигли, но идите дальше. Что еще можно, вот как можно использовать вашу сетку? Мы хотим именно доступности, да, то есть плюсом то, что одна вот из целей в поездке в Гудермес была, то есть там есть завод, который производит детский пюре, то есть мы изучили их производство, да. Это сделать. Да? Причем из местных ягод у нас есть фермеры, которые готовы все это делать, то есть именно местные пюрешки, потому что запрос есть, но надо его реализовывать. Да я думаю, что в любом случае мы сейчас будем как раз изучать спрос, смотреть, что людям не хватает через наш пункт, потому что наверняка и сухие смеси нужны, те же самые, которые сейчас мамочки покупают. Ну ладно,
Вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Радович, вам спасибо. Для Кигов, для Кигинского района это просто... Маленькое предприятие. Маленькое, да, градообразующее. Как появилась идея молочных кухонь? Потому что мы, вот, во-первых, в Уфе, как наш МУП назывался, уфимский? МУП – Центр детского и диетического питания. В Уфе уже, когда мы пришли, уже был МУП, который этим занимался, но занимался в масштабах части Уфы. И когда мы с ними посмотрели их производство и продукцию, мы просто были восхищены, что вот такую продукцию. И наша задача была дальше тиражировать на всю республику. Амбициозная задача, но вот как сегодня я считаю, что мы завершим. Видите, красивая, хорошая даже. Вот он знак молочная кухня. Мы эту задачу выполнили, я считаю. Для себя я ее закрываю как выполненную. В деревне Тугузлы Кигинского района в сельскохозяйственном кооперативе «Овощной край» выращивают цыплят-бройлеров. У предприятия большие перспективы, есть и проблемы. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Как бы маленький, я его привез из Германии, чем он уникален? Здесь в маленьком производственной площадке, вот мы здесь держим 6 климатических зон. То есть на каждом боксе мы можем здесь держать температуру 30 градусов, в соседнем 25 градусов. А в зависимости от возраста? Или да, в зависимости от возраста, в зависимости от птицы. То есть, вот это уже получается наша первая партия, которая пойдет на мясо. В этот день мы уже не работали. Запустились, уже через 2 дня у нас забой начинается. Забой где? Здесь забой цех есть, да? Да, есть. Получается, еще одно направление. Товарное яйцо. Яйцо пойдет. У нас на северо-востоке Башкирии единственная площадка мы сейчас по птице. Товарное яйцо, имеется куриное яйцо, завозится, мясо птицы завозится. В основном Тюмень. Это Глазовский. Чей? Глазовский. Глазовский, Удмуртия, да. Это мешки. Мы его завозим, полностью работаем с Богдановичем, Свердловской областью. Это связано с логистикой, Рафаэльевич, потому что рядом. Вся птица турбаслы, яйцо турбастинское. То есть мы инкубируем сами, выводим, выращиваем на мясо. Гуси, получается, завозим с башкирских площадок. Я самый первый, грубо говоря, гусевод, был когда-то в 2005 году. А куда мясо сдавать будете? Как? Здесь у нас, как же считается, не клеточное оборудование, у нас все мясные дворики. То есть у нас выше 2 килограмм тушки, то есть не как магазин, мясные дворики. То есть у нас откормление, оно не называется как деревенский. Проблем нету по реализации. То есть забирают вас? Нет, да. То есть в этом году выведено было более 150 тысяч голов бройлеров, более 80 тысяч голов мы сейчас уже гусей вывели, утку более 30 тысяч голов. То есть вторая тоже аналогичная. Летом за цыплятами очередь. Они все аналогичные, то есть весь корпус полный. Сейчас, с завтрашнего дня, соседний корпус, аналогично мы начинаем стройку, материал все завезен полностью. Хотелось бы, конечно, сразу шагнуть, потому что по маленькими темпами развиваться, то есть тяжеловато. То есть у нас и товарное яйцо, и это планы есть, проекты есть, но хотелось бы увеличиваться. То есть все завозится сюда. Челябинск, Тюмень плотно сидит здесь. Сейчас, получается, новую ферму строить будете? Или как? Мы сейчас реконструируем все имеющиеся корпуса, но по товарному яйцу корпуса надо будет строить. То есть я ищу инвесторов и, грубо говоря, хотелось бы в какую-нибудь программу попасть. Мы единственные остались в этой зоне, и которые работаем. И по... Я вас приглашу, на инвестиции. Да, конечно. На следующей неделе я в поездке. Аккуратно, да, конечно. Через неделю. Я сейчас тебе скажу. Хорошо. Ради Фрич, поездка в Кигинский район, она уже повторная у вас? Да, она повторная. Почаще хотелось бы, конечно, быть здесь, потому что все равно приезд, знаете, я же приезжаю не просто там любоваться красотами, а приезжаю людям помочь и, как-то поддержать. Сегодня такая короткая поездка, но, на мой взгляд, полезная, прежде всего полезная для глав районов, для жителей. Кигинский район очень порадовал. Я тоже приехал, потому что в Кигах, я уже сказал,
мы завершаем вот это кольцо нашей молочной кухни. Вот на северо-востоке мы завершаем строительство. На открытие уж торжественно я не приеду, но вот я убедился, что здесь нет. Ну, это, считайте, 40 рабочих мест для небольшого Кигинского района дополнительно. Вот. Ну, мне очень понравилось, как, ну, все-таки здесь у нас новая глава, первая женщина наша, поэтому мне хотелось посмотреть, как у нее дела идут. Вот так. Нормально? Хорошо очень идут дела, мне очень понравилось. И кигинцы молодцы, и народ такой здесь предприимчивый. Ну, а вот если сравнить с теми первыми поездками, тогда, что называется, гасили, тушили пожар, да, самые основные проблемные моменты вы вскрывали, давали поручения. Сейчас уже следующая ступень, она такая больше уже аналитически, ну, вперед смотрящая, скажем так. Ну да, мне кажется, ну, во-первых, ну, где-то и я, может, ошибался, потом, ну, действительно были таких много вопиющих случаев. Ну, кстати, вот у меня сегодня в Уфе был, я считаю, вопиющий случай. Шатар-Руставели? Шатар-Руставели, да, мы... много шума было, я еще не понимал, ну, что же это такое, думаю, не могут люди, я думаю, как мне говорят, это там неадекватное поведение, нет, совершенно адекватные люди, но просто люди, доведенные до отчаяния, по-другому не скажу, поэтому... Точечная застройка. Да, но это, я видел разные точечные застройки, но это чудовищная точечная застройка, что там твой дом и через 10 метров тебе ставят просто стену и, ну, варварская история, варварская. Вы остановили? Я ее остановил, но мы сейчас думаем, о чем мы с мэром города переговорили, потому что, скажем так, до прихода нашей команды там выдано разрешение на строительство, которое мы, в общем-то, чисто юридически не можем отменить. Выдано на более чем 4,5 миллиона квадратных метров, из них довольно большое количество, так называем, точно. Ну, надо вести просто такой диалог с застройщиками. В большинстве своем они нормальные люди, которые понимают, как делать. Но то, что вот Шатар-Руставели, это чудовищная была история, чудовищная. И, ну, так. Но я думаю, что Ульфат Мансурович, я попросил его на принятые кадровые решения, потому что те, кто это сделал, должны быть наказаны. Мы не ожидали, что туда поедете, честно. Ну, а я сам не ожидал, но, честно говоря, если я начну ездить по всем этим домам, наверное, я только этим заниматься буду, а я здесь вообще-то для другого. Моя задача все-таки заниматься таким стратегическим развитием региона. Но тут вот тот случай, который пришлось самому решать. Ну, а здесь на северо-востоке таких случаев прямо пьющих? Нет, такого нет. Пока, люди мирно живут, хорошо развиваются, хотя проблем очень много, мы их знаем. Ну, дайте нам немножко времени спокойно поработать, и все будет хорошо. Спасибо.